Здравствуйте, дорогие друзья! И с вами снова Людмила Головацкая. Сегодня я хочу с вами поговорить о цветах. Касаясь всего, что вы все знаете, что у нас у всех есть чакры, аура, энергетическое тело. Мы коснемся, я не буду вам сейчас рассказывать о наших чакрах, может, слегка их коснусь, написано очень много книг на эту тему, доступных, хороших. Мы входим в энергетику, и хочу вам дать такое немножечко рассказать, долго не задерживать ваше внимание, а потом я вам дам прекрасную медитацию, которую вы ее можете делать желательно утреннее, дневное время. Перед сном не надо, потому что вы так восстановитесь, потом не заснете. Это прекрасная, изумительная медитация цветовая на наши чакры. Это прекрасное восстановление энергии. Вы это можете делать легко, спокойно, и каждый центр ваш энергетический вы опуститесь в эту энергию цветов. Чтобы знать, я вас хочу сказать, вы немножечко грамотно и просто будете уже пользоваться своими чакрами. А чакры– это ваша рефлексия, они отражают ваше настроение. Вот у людей, кто развиты третье зрение, видят, они видят прекрасно, как работают ваши чакры, как они закрыты, какая энергетика идет, какие цвета идет, видят ауры. И поэтому вам не обязательно это видеть, но вы все прекрасно будете чувствовать. А я вам просто расскажу. Вот сядьте себе спокойно в какое-то удобное положение. Представьте, что я сижу напротив вас. Давайте мы улыбнемся друг друга. Вот меня зовут Людмила, а вас, наверное, так. И сейчас вот постарайтесь руководствоваться голосом своего сердца. Когда вы выбираете свои цвета, когда решаете, каким цветом вам хочется играть или экспериментировать, но чтобы облегчить вашу задачу, я вам дам ориентиры, рассказав о качествах и возможностях некоторых из изменяющихся в вашем распоряжении цветов. Мы пользуемся цветами всегда, а цвета– это энергии. Природа говорит через... Видите, как у нас много зеленого цвета, да? Но это нейтральный цвет. Вот лекари знают, что это нейтральный цвет, который можно лечить людей, энергия зеленая. А голубое небо тоже преобладает голубая энергия. Это какая чакра? Горловая. Это наша, как мы коммуницируем с внешним миром и внешний мир с нами. Немножко давайте поговорим об энергии красного. Энергия красного цвета– это первая чакра, но она где-то между ног, как влагалище. Но если коротко сказать, это материальная чакра выживания в материальном мире. В этой чакре больше всего болезней всех расположены. Когда мы не можем получить дом, заплатить за квартиру, иметь деньги, жилье, работу. Вот это вот выживание, физическое выживание себя. Энергия красного цвета– это не только раздражение, гнев, злость. Всякая энергия, всякий цвет имеет положительное и отрицательное. И она еще помогает, давайте поговорим о положительном. Вот энергия красного цвета помогает вам почувствовать себя более сильнее, бодрее, увереннее, избавиться от страха перед жизнью в физическом мире, обрести твердую почву под ногами. Добавьте свою ауру энергию оранжевого. Энергия оранжевого– это вторая чакра. Если взять наш пупок, где-то 2 пальца перед пупком. Но если вы здесь нажмете, то вы почувствуете такая болевая точечка. Вот именно там это вторая чакра. Но это чакра сексуальная и чакра эмоциональная, говоря очень простым языком. Наши эмоции, которые идут на первую чакру. И вот эти первые 3 чакры, которые у нас, они физические. Сердце является 4-й чакрой нейтральной между физическим миром, и остальные 3 чакры, горловая,
горловая третий глаз и на макушечке головы коронная, а они уже у нас физические. И вот сейчас я говорю о физических цветах, которые присутствуют в нашем теле. Они у нас присутствуют, они вибрируют. Значит, у нас есть и определенные эмоции. И если мы будем говорить о второй чакре, оранжевого цвета, то вам захочется оживить и осветить свои чувства. Чувства– это эмоции, правильно? Стать более оптимистичными, творческими и молодыми. Ну вот видите, какие энергии несет оранжевый цвет? Ну а теперь перейдем над пупком, уже где-то два пальчика, уже третья чакра есть, да? А у нее цвет желтый цвет. Что выполняет эта чакра? Вы можете почитать, но я вам тоже коротко скажу, что это, вот мы всегда говорим о радости, и я всегда счастье, радость, это первые детки безусловной любви, да? Вот счастье это прям подружка, безусловная любовь держит за руку. И вот энергия желтого цвета, а солнце, какого оно цвета? Ну, как золотое, желто-золотое, да, много преобладает желтого цвета в мире. И энергия желтого дает вам ощущение счастья, радости, эмоциональной теплоты, помогут нести добро окружающим людям и миру, сделает вас более открытыми, свободными, подвижными. Вот когда вы радуетесь, и вас тогда видит вас золотой, такой вот, ну, желтый такой цвет. И вот тогда вы находитесь в эмоциональной теплоте. Вам хочется дать вот это добро же, но это же энергия, она не стоит. И вы его начинаете, соединяя счастьем, вы начинаете отдавать это в мир. Но по закону отражения это отдается вам. Что вы дали, то вы получите назад первое. Вам ничего просто так не дадут. Мир отражения. И когда мы переходим уже в сердечную чакру, она нейтральная чакра, да, между вот этими тремя нижними и перешли в сердечную чакру. Но это как бы церковь внутри нас, как я всегда говорю. И чтобы настроиться на дружелюбный лад, эта энергия, она имеет зеленую энергию. И вам надо научиться, эта энергия как бы самое основное, энергия принятия других, какими они есть. Надо принимать людей, какими они есть. И не говорите им, ты плохой, а ты хороший. Но если плохой, то значит помочь ему надо, чтобы не был плохой. Это энергия успокаивающая, поможет вам энергия уравновешивания. Такая нейтральная энергия, самая важная энергия, спокойно, уважительная энергия. Она поможет вам легко выразить себя, сбалансировать свою самооценку. Вот это, извините, я неправильно сказала, здесь я немножечко, я все-таки хочу сказать, перешла в другую чакру, о энергии зеленого. Энергия настраивает на дружелюбный вид, на дружелюбный лад, позволяет принять других такими, какими они есть. Энергия это но даже если вы подышите зеленым светом, зеленой энергией, вы быстро успокоитесь, вы войдете в состояние уравновешенности. Где-то у вас быстро это нейтрально успокоит себя. Вы начнете относиться с любовью ко всему сущему. Но дальше идет цвет голубой, это горловая чакра. Это как вы себя уже презентуете в внешний мир, и как вы себя можете выразить с внешним миром. И энергия голубого цвета– это состояние удовлетворения жизнью, поможет вам свободно и легко выразить себя и сбалансировать самооценку. Ну, энергия гармонии, да, какого-то равновесия и баланса, это важная энергия. У нас еще есть третий глаз, да, вот это между бровями, если вы нажмете, вот все эти энергии, можно нажать, и где болевая точечка есть, это как раз будет та ваша чакра. И третий глаз, это значит глаза души, да, видите, невидимое. Это энергия синего, ну, я скорее энергия синего цвета,
И вообще мы поговорим, я бы сказала, что она как бы вот это сине, больше фиолетового цвета. Но давайте немножко поговорим о синем сначала, что потом перейдем к фиолетовому. Вот синий цвет, или это называют индиго, ну, скорее всего, это фиолетовый, но синий цвет тоже существует. Он идет от фиолетового. Это поможет вам более четко воспринять голос интуиции, настроить вас на тонкие взаимопонимания с другими людьми, позволит легче воспринять истины, приходящие из высших реальностей. Вот я рекомендую даже вам потом вот начинать так дышать, и ваши чакры восстановятся, просто если вы будете дышать этими энергиями. И эта их вибрация сразу начнет восстанавливать ваши чакры. А ваши чакры – это энергетика, это ваш баланс. И если вы подключите уже в свою ауру энергии фиолетового цвета, это тогда вы настроите свой интеллект на плодотворную работу, войдете в состояние высшего блаженства. Ну, и ее хорошо видно. Вот это, если вы видите, единственная чакра у нас, которая стоит вот впереди, ее можно видеть, это фиолетовый. Вот если я закрываю глаза, я с детства видела этот цвет фиолетовый, яркий, красивый. Он там золотой был цвет, и я просто купаюсь. Вот только мне стоит закроет эти глаза, эти цвета вижу. Они успокаивают. Это приятно видеть вот эти цвета. И это настроит вас на отличный интеллект, на плодотворную работу. Вы войдете в состояние расслабления, блаженства, божественного единства и своего просветленного сознания, а также трансформировать диссонансные с энергией света и любви. Это очень сильная энергия. Но энергия фиолетовые шары тоже давала медитацию, давала еще о фиолетовом пламени я рассказывала вам и давала еще и мантру. Ну, давайте еще коснемся золотого цвета. Хоть его, конечно, в ауре у нас нет, но просто я вам расскажу. Вот энергия золотого поможет вам обрести чувство собственного достоинства, внутреннюю силу, дадут ощущение стержня, опоры внутри вас, возвращение в божественный мир. Но белый свет Святого Духа вы хорошо знаете. Ну, тогда давайте немножко поговорим о энергии сияющего белого цвета. Дадут мощную защиту. Белый свет Святого Духа. Помните, вот скоро выйдет, я думаю, что перед этой лекцией выйдет утренняя вечерняя защита и как возвращать энергии домой. Я там немножко останавливаюсь о энергии белого цвета. Она я вижу как перламутровую, когда может, другие видят ее по-другому. Я вижу так. Энергия сияющего белого цвета дадут мощную защиту вам, позволит обрести единство со своим божественным Я, с высшим Я, и выйти на высшие уровни реальности, помогут на пути во Вселенную. Вот белый свет, он, конечно, идет с коронной чакрой. И коронная чакра именно соединяет вас с Богом. Одни люди, я вот когда хотела узнать, и когда четко в одних книгах, когда я занималась, и я слышала, что вот коронная чакра, седьмая, но если вам дальше пойти сказать, что восьмая чакра, это у нас уже чакра закона кармы, а восьмая чакра, а девятая уже это у нас находится энергия нашей души. И она проходит через закон вот это через закон кармы, через восьмую чакру. И вот это белый свет. И я попросила один раз показать мне правильно. Одни говорили, что там белый свет, другие говорили, я читала в книге, что свет и такой очень как красный, но не является он красным, он является таким ярко
ну, не бордовым даже назовешь, вот таким цветом. И когда я попросила, мне показали вот такой цвет, пурпуровый, можно его скорее назвать, пурпуровый. Вот я вижу чакру пурпуровую, седьмую, другие ее видят белую. Это ничего не имеет значения, потому что мы все индивидуальные. И вот это, когда вы можете мысленно наполнить ауру этими цветами или работать их с помощью с чакрами, промывая чакры световыми потоками света, или представлять, как потоки проходят сквозь ваше тело, или просто плавать в пространстве света и света и цвета. Играйте с цветом и помните, что его энергии живые, дышащие, переливающие, сияющие, одаривающие, очищающие, помогающие. И вообще с каждым можно с ними разговаривать. И не забывайте, что энергии высших многомерных реальностей всегда представлены очень чистыми цветами. И цвета эти сияющие, словно флюоресцирующие. Пусть не останавливаться, вот это ничего никогда не старайтесь что-то видеть серое такое, тусклое, мутное, блеклое. Это уже когда у нас какие-то помехи жизненные, то ауры начинают показывать вот такие цвета, но это уже к тому, что вы можете даже скоро заболеть или уже больны физически. Изгоняйте ненизкие вибрации и сияйте, светите самым чистым и ярким светом. Вы будете светиться, когда у вас мысли будут светлые, когда чувства будут светлые, тогда и ваша аура будет светлая. И давайте мы сейчас подышим, и прекрасная, это изумительная медитация, в которой я вас приглашаю. И мы ее назовем дыхание радухи, да, или дыханием счастья, или восстановительное дыхание с цветами, световыми энергиями. Ну, что это упражнение поможет вам улучшить свое состояние на всех уровнях, привести к гармонии своей энергии и к тому же научит управлять своим энергетическим потоком. Это очень хорошая и сильная медитация. Все простое, самое классное. Вот я вам еще хочу сказать, что вы можете выполнять это упражнение так часто, как захотите. Не более одного раза в день. Лучшее время для выполнения утро или первой половине дня. Перед сном не надо, потому что упражнение наполняет энергией, и вы так энергетически очиститесь, что вы не заснете, а сон вам нужен. Сон– это как попадать, свое несет действие, и от него никогда нельзя отказываться. Ну и хорошо. А теперь сели, встали, как вам удобно. Ну, лучше сесть, лезть в удобную вам позу. Сделайте глубокий вдох. Выпустите все тревоги с сегодняшнего дня или там волнение, которое наступит дней. Настройте себя на хороший день. Всегда найдите утренняя медитация, самая лучшая медитация. И если вы ее делаете регулярно, то своим учителям скажите, в какое время вы ее будете делать. И когда вы... Это хорошо, они всегда будут с вами. И в это одно и то же время. Сядьте в удобную позу. Успокойтесь. Улыбнитесь. И закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов. Вдохнули. И медленных плавных выдохов. Опять сделали какой-то глубокий-глубокий вдох. Можно задержать дыхание на раз-два. И медленный плавный выдох через нос, через рот, как вам удобно. А теперь, пожалуйста, когда вы через дыхание восстановили себя, когда ваши мысли ушли всех от земных дел, и вы сосредоточились только на своем дыхании, и вы сейчас подарите себе прекрасные минуты, и это вы отправьте все ваши проблемы и ваши надо где-то погулять. Сейчас вы дарите себе прекрасное, изумительное время.
Направьте внимание свое внутрь. Сосредоточьте, пожалуйста, свой фокус остановите на сердечной чакре. Мысленно соедините со своим божественным центром, представляя его как золотое сияние на уровне груди. Такое золотое облачко или солнышко золотое прямо это на уровне груди. Сделайте еще глубокий вдох и выдох. Еще глубокий вдох и выдох. Сосредоточьте и увидите этот свет. Затем представьте, что вы оказались в центре обширного пространства. Обширного, громадного пространства, залитого светом. И вы видите себя в бескрайнем поле, над которым раскинулась полная дуга радуги. Она ярче и больше, чем это обычно бывает в реальном мире. Вы легко взмываете вверх и оказываетесь прямо внутри радуги, в первом красном ее слое. А теперь представьте, как вы плаваете, купаетесь в волнах красного цвета. Вы можете нырнуть в эти прозрачные, невесомые волны и глубоко дышите, вдыхая и выдыхая энергией красного цвета. Вы сделали вдох и почувствовали, как все ваше тело наполняется красным цветом, сияющим красным цветом. Каждая клетка светится вашим этой ярким красным цветом. Энергия, она вибрирует, она дышит этим изумительным цветом. И вы начинаете чувствовать прилив большой бодрости, радости, спокойствия, восстановление вашего физического тела, эмоционального, ментального. А теперь, после того, как вы подышали, насладились красным цветом, вы чувствуете эту энергию. И чем больше вы будете делать, тем вы хорошо будете чувствовать энергию красного цвета. Особенно люди, те, которые лекари, которые лечат. Представьте, что вы будто вы вынырнули из глубины. Вы оказываетесь в следующем слое. И следующий слой – это вторая чакра оранжевого цвета. Яркий, чистый цвет. С едва улавливаем розовым оттенком. Оранжево-розовый. Оранжевое сияние окутывает вас. Вы плаваете в нем, как в океане, как в море. Ныряйте в него поглубже. Дышите этим оранжевым светом. И ваше тело наполнится оранжевыми энергиями. Чувствуйте его вибрацию. Не спешите уходить. Вы можете понырять еще, подышать оранжевыми энергиями, почувствовать ее вибрацию. И чем больше вы будете делать эту медитацию, тем вы четко будете ощущать вибрации разного цвета. Вы почувствуете себя помолодевшим, освеженным. Словно выныривая вверх, вы окажетесь в желтом слое радуги и снова плаваете в океане энергии желтого цвета. Ныряйте, дышите желтой энергией, позволяя ей наполнить все ваше тело.
Вместе с лучезарным желтым сиянием в ваше тело входит ощущение счастья. Солнце, желтое, радость. Вы словно плаваете в теплых волнах, и вы начинаете излучать радость, теплоту, восторг. И теперь снова поднимаетесь вверх, и вы окажетесь в зеленом слое радуги. Это прозрачный, светло-зеленый свет, в котором вы плаваете, который вы вдыхаете и выдыхаете, позволяя этому свету проникнуть в каждую клеточку вашего организма. И каждая клеточка вашего организма сейчас начинает дышать, набираться этого изумительного нейтрального цвета. Вы чувствуете, как вы успокаиваетесь. Природа вся зеленая. Почему нам так хорошо на природе? От вас уходят все стрессы и напряжение. Вы входите в состояние баланса, спокойствия. И вы настраиваетесь на умиротворенный лад. Внутри вас как бы спокойная теплота и уважение. Вместе с этим ваше тело начинает исцеляться от всех болезней и недомоганий. Вы можете побольше остановиться в этой чакре. Вы можете, этот цвет направить в определенный орган. И этот орган также может дышать, плавать. И этот орган как будто стал вами, и вы стали этим органом. И начинаете то же самое делать с этим цветом, чувствовать его, дышать им, плавать в нем, очищаться, видеть, как он становится здоровым, исцеляется, входит ваше здоровье в норму. Ныряя вверх, вы оказываетесь в небесно-голубом слое. Ныряя и плавая здесь, вы вдыхаете, выдыхаете чистые, прозрачные энергии. Чувствуете легкость и свободу голубого цвета, как на небе. Вы открыты навстречу миру. Вы уверены в себе. Вам хочется развиться, петь, смеяться. Делайте это добро. Затем, словно выныривая, вы оказываетесь в волнах густого синего цвета, но индиго. Я бы его назвала такой густой синий цвет. Почувствуйте, как вдыхая и выдыхая его, вы настраиваетесь на какую-то очень тонкую струну внутри вас. Вас окружает сейчас покой. Вы в него погрузились. Покой притянул тишину, и ваш разум работает как никогда ясно, и вы словно прислушиваетесь к окружающему миру. Вы можете его слышать, вы чувствуете его вибрации, звуки, отдаленные голоса. Вы можете хорошо в это время чувствовать энергию вокруг вас, ее вибрацию. Сама Вселенная вступает в диалог с вами. Выныривая в фиолетовый слой, наслаждайтесь и здесь плавание волн, его волнах. Чувствуйте, дышите, вдыхайте, выдыхайте фиолетовое сияние. Почувствуйте, как распространяются внутри вас все останки дискомфорта, как уходят все ваши негативные эмоции, и с ними все негативные энергии. Вы ощущаете себя единой со всей Вселенной.
со всем своим божественным началом. Вы часть божественного целого, что наполняет вас блаженством до каждой клетки вашего тела. Чувствуйте это. Чаще, но вы можете оставаться в каждом цвете, сколько вы хотите. А теперь представьте, что вы снова выныриваете вверх и оказываетесь наверху радуги, на самой вершине ее дуги, и вас окружает со всех сторон чистое белое сияние, сквозь которое пробиваются золотые солнечные лучи. Вдыхайте и выдыхайте это золотистое белое сияние. Золотистое белое сияние. И вы можете представить, что прогуливаетесь по радуге и прямо по ней спускаетесь на землю. И если вам так будет удобнее, можете представить себе, что легко подпрыгиваете и мягко, плавно парите в воздухе, будто под парашютом, медленно опускаясь на землю. А сейчас почувствуйте под вами твердый пол своими ногами. Ощутите свое тепло. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. И скажите себе: на 3 открою глаза и войду в день. И все мое прекрасное, хорошее настроение, все планы на сегодняшний день я выполню прекрасно, так как мое тело энергетическое восстановлено, я вошла в состояние равновесия, покоя и радости. Ну, а вам прекрасного, хорошего дня. Умейте дать в этот день все эти эмоции, счастье, красоту, тепло, восторг, счастье людям от себя. И с вами была опять Людмила Гловацкая. До новых встреч, мой друг. И всех тебе благ.